прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги Ия Рамзанабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. За выдающиеся достижения. Аймани Енисеевна возглавляет фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. За эти годы помощь и поддержку получили сотни тысяч людей. Владимир Путин наградил президента регионального общественного фонда Аймани Кадырову орденом почета. Кадры из Кремля через минуту. Футбол. Игра миллионов. После капитального ремонта в селении Ахматюрт ввели в эксплуатацию обновленный футбольный стадион. Место для активного отдыха. Действительно, мы стараемся все эти основные большие поселения, их в первую очередь брать под особый контроль. В высокогорном Вашиндарое открыли спортивную площадку. Расскажем о том, насколько важно заниматься физкультурой для развития. Президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Енисеевна награждена орденом почета. Награду вручил в Кремле Владимир Путин. За почти 20 лет существования благотворительная организация помогла сотням тысяч людей. География помощи не ограничивается Чеченской Республикой и даже страной. Сирия, Турция, гонимый со своих земель народ Рохинджа, целые страны африканского континента, а сначала СВО и бойцы, беженцы и жители Донбасса. Но самая большая награда для этой благородной женщины – общественное признание и любовь народа. Репортаж Медины Мударовой. Эталон настоящей чеченской женщины, скромность, религиозность и благочестие. Ее имя знают по всему миру. Аймани Енисеевна уже давно стала символом добродетельности и праведности. Ее заслуги в очередной раз отметили в Кремле. Среди собравшихся представители самых различных сфер деятельности, участники специальной военной операции, научная и творческая интеллигенция. Президент России Владимир Путин в особенности отметил работу регионального общественного фонда, которым руководит Аймани Кадырова. Служению людям посвятила всю свою жизнь меценат, благотворитель, общественный деятель Аймани Енисеевна Кадырова. Почти 20 лет Аймани Енисеевна возглавляет фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. За эти годы помощь и поддержку получили сотни тысяч людей. Эту организацию в народе называют фондом добрых дел, и это не случайно, ведь по поручению Аймани Енисеевны неисчисляемое количество людей получили помощь. В ходе награждения президент страны вручил Аймани Кадыровой высокую награду. За многолетнюю добросовестную работу и большие заслуги в области сельского хозяйства, строительства, науки, здравоохранения, литературы, активную общественную деятельность и укрепление духовных традиций орденом почета награждены Кадырова Аймани Енисеевна, президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, Чеченская Республика. За свои старания и работу Аймани Енисеевна неоднократно получала награду от Владимира Путина. Ее большой вклад в благотворительную деятельность виден везде, в регионе, в стране и за ее пределами. Высшая награда Палестины, звезда Иерусалима, а также многие другие – это подтверждение благородной работы фонда за рубежом под руководством Аймани Кадыровой. Аймани Енисеевна – пример героической женщины, которая достойно идет по сложному жизненному пути. В ее лице поддержку и опору нашли нуждающиеся по всему миру. Дома, опека над сиротами, гуманитарные акции, масштабные мероприятия в период пандемии, строительство и восстановление религиозных объектов. Все это говорит о том, что Аймани Енисеевна по праву стала матерью для каждого жителя Чеченской Республики. نين هالخوش كير دوغ نين دولش بنت لأنا اللي دوتش دقيقة سنوب دقلوي بقى بين إف وخم يتمشي أن اللي إتشو على شيء يقمشي
انت سمو داخل سكنت بار سيجيزني عندها المقلعة دي تسير داتشا شير أتصل شير سمو داخل. С первых дней начала специальной военной операции оказывается регулярная гуманитарная помощь нашим доблестным бойцам, а также жителям освобожденных территорий. В общей сложности доставлено 23 тысячи тонн. На одни только медикаменты, оборудование для больниц потрачено более 100 миллионов рублей, не говоря уже о других расходах. وخشرچوحا تيو خمانسا تيتولچونسا يوچونسا مسو همانسا رمضان احماتويچسا فونديرا ايمانيسين سارا مسوا ورشي دلوچكي پارا غدياش دو صار غدياش دا صاري ما هوكي پارا خوزيغا حد تستل دغيرتا نيتسقو چورباتسرا هونتالچا ايرن راح شلولچي همخيلچي تا اورشدوق شلول ماتسل سالتي واتسال يشيلتسولي تياش ماتسولي تياش مسو اورا تشم غدياش دو الله ديل ريز خلцарна غدرنا مسو هم латдерна. Женщина, избравшая жизненный путь, посвященный благотворительности и служению Родине. Она стала опорой для всего чеченского народа. Тысячи людей получают неоценимую помощь и поддержку благодаря Аймане Кадыровой. Это тяжелобольные, это сироты, это люди с ограниченными возможностями, это остро нуждающиеся семьи. Не только жители нашей республики, но и соседних регионов. Хоть и статус регионального общественного фонда, а благотворительная деятельность фонда, она уже давно перешла на международный уровень, потому что действительно помощь от фонда, помощь от Аймани Несиевны, она уже дошла в зарубежные страны. Мы все знаем, что сегодня сотни тысяч людей благодарят Аймани Несиевне за ту помощь, которую она оказала в необходимое время, очень трудное время для них. Все чиновники, которые верой и правдой трудятся на пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, отмечают, что череда добрых дел Аймани Несиевны непрерывна и безгранична. ديت ويقولش دخني ويروش دخلوا دال ديكنز بيقم بولسان دال دخيا يقول إيماني تكون نانا خيل دائما شقيلا يو تكون نانا يو مهكنا يو دال عارشول دال دخيا خيل دال دخيا خيل إيماني حاجة بركتي كي كوميرش كي قاچزا تصحاد يوزل بات وي مخكاح وي مخكل ارحا اذنش بعنش كادوش تو صارنش گوشت دقي صارنش تو ايش هيتسل تخلق تدي تشي قاستنا توخدينا هر انبال بأنا قام بعرض دلش خيناح تصحى ديوزل تصحى شوية تصحى متس تصدي تغيرش يدوش تادا تستغنى هقاها وقارب بلغل مداقرة يدقي ساغنش تخد عديقات سقش أطفل بوق بابو صنديلا أيماني ترخورش تك أو دقر برك الله دو إذا ديكنز دقيا خيولا ويمسيري ويخلق نقشي قوم خلق إرسان دقيا خيول قس. Несмотря на тяжелые испытания, легшие на плечи Аймани Несиевны, она стойко, как и подобает чеченской женщине, принесла все тяготы. Ее милосердие, мягкое сердце и стремление заботиться о людях вызывают самые теплые чувства. Пожалуй, главная заслуга президента благотворительной организации является то, что она воспитала достойного сына и наследника чеченского народа, который своими усилиями сделал регион современным и развивающимся. Медина Мударова, Мувсар Хаджиев, Сайдымин Мирзаев, Вести, Чеченская Республика. Заместитель руководителя секретариата главы республики, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова встретилась с председателем Союза реабилитологов России, главным специалистом по медицинской реабилитации Минздрава страны Галиной Ивановой. Стороны обсудили ряд важных вопросов по развитию медицинской реабилитации в нашем регионе. В частности, говорили о том, что, несмотря на кадровый дефицит, проблема успешно решается благодаря Рамзану Кадырову. Как отметила Хутмат Кадырова, на данный момент приоритетным является лечение бойцов, которые вернулись с зоны проведения СВО. Министр образования и науки Хошбау Дидаев посетил Центр дистанционного обучения. В ходе визита он ознакомился с готовностью организации к началу учебного года и проверил материально-техническое состояние помещения. В учреждение передали современное компьютерное оборудование, приобретенное при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поставлено 50 ноутбуков и 30 персональных компьютеров. Оборудование является большим подспорьем для работы учреждения. Оно поставит процесс дистанционного обучения на новый уровень.
Подразделения вневедомственной охраны продемонстрировали свою боевую готовность. Заместитель начальника регионального управления Росгвардии Султан Рашаев проверил уровень подготовки сотрудников. Он осмотрел экипировку и вооружение бойцов. В своем обращении он отметил их профессиональные заслуги и участие в СВО. По итогу инспекции была поставлена положительная оценка и даны некоторые рекомендации по повышению эффективности служебно-боевой деятельности. В селении Ахмат-Юрт после капитального ремонта ввели в эксплуатацию обновленный футбольный стадион. Средства на работы выделил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Территория доступна жителям любого возраста. Какие возможности дает объект и что он включает, расскажет Наталья Депутатова. На открытии футбольного стадиона после капитального ремонта побывали почетные гости. Помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи движения первых Ахмат Кадыров, министр региона по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов и другие чиновники. Сегодня мы собрались на открытии футбольного стадиона после капитального ремонта в родовом селе первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Лагазов области. Жителям села, у которого теперь появилась обновленная площадка для занятий физической культурой и спорта, хочу выразить слова искренней благодарности моей дорогой бабушке, президенту регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне Кадыровой за ту помощь и поддержку, которую она оказывает всем жителям нашей республики, в частности подрастающему поколению. Стадион полностью обновили за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Была проделана большая работа. Всего за 1,5 месяца заменили искусственное покрытие, асфальт, заградительные сетки и трибуны. Внимание, требующего массу авода. Ход я что она осталась такой чёрный, док беркатук, аларез, вылон, да, дикан с берком бойлом, такой что чёрный, бигнал остался. Так, хоюртер, такой что чёрный, док беркатук, да, док я шна думаю дальше. По мировым стандартам тайн хазина, ёк стадион хайджа, ход я хаши, мокшел тайра, хорами дикатук. Юные спортсмены из Грозненской футбольной академии «Рамзан» тут же решили протестировать газон, разыграв на поле несколько подач. Больше всех обрадовались, конечно, местные любители футбола, регулярно приходящие посоревноваться друг с другом и погонять мяч. Сюда в основном приходят местные, все играют желающие. То есть это не только школьники? Ну, все, даже соседние села могут приехать поиграть. Помимо этого, в ходе реконструкции были полностью отремонтированы раздевалки, душевые, комнаты отдыха для тренирующихся. Стадион всегда пользовался популярностью у местных жителей. Например, хан Али Делимханов приходит сюда с друзьями. Теперь же играть на поле будет вдвойне приятней. Газон гейтна, ворот гейтна, алахчурин хазаю, амадин вай пачан дерес алар, чо хазгехчина вай стадион. Для местных жителей этот подарок особо ценен, ведь любителей футбола в Ахмат-Юрте много. Теперь же поле и прилегающая территория стали еще более комфортабельнее и уже ждут своих посетителей. Обновленный футбольный стадион готов принять всех любителей этой игры вне зависимости от возраста и рода деятельности. Работает он ежедневно с 10 утра до 11 ночи. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Воркаут с каждым днем набирает популярность среди молодежи. В нем присутствует множество технических элементов, выполняемых на турнике, требующих развития силы, гибкости и подвижности тела. Теперь заниматься им смогут и ребята из селения Вашиндарой. Помимо этого, спортивная площадка представляет и множество других возможностей. О них расскажет Мадина Кураева. Общая площадь объекта 1200 квадратных метров. Включает он воркаут-площадку, которая позволяет заниматься на турниках, и поле, где можно поиграть в футбол и волейбол. Торжественное открытие приурочили к 72-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На событие собрались представители администрации Шатойского муниципалитета и жители.
مس أغرد هنتي ديكش بالخن أرق والله غات سكوش قام بالك إيت سكوش قام قصن هم سن دنيا مال درجنا داس دالة دلوش يقام غرج الحق ولشين الحق ولنا شيء يعني شيء دو هنتي دال شيء يلوشل مايرل دال شيء يلو مكشل ويقام دا هيتا شين يا عندي إلى ستة هنا هرسب دعدله وين يقيت دعوة ووش ويفيت ويروش دنس إنجدين إخر دعوة ووش عم تحجي دا لا غازات قابل دا تنبيح كتوشنير. Прочитав дуа, разрезали красную ленту. Новая спортивная зона – единственная в селении. Построили ее в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Это большой подарок для жителей района в целом. من كرستي يشوم دوير يربق بق يشتر واشن درو يشتير بق باخر خوشنا بريك شيت كوش بولش باخر خوشنا وأحمد حاجة نقبض الغازوت قبل ذلك شن قوز غشيت شقوش دو كست Ахия Амхадов – активный ребенок. Открытию площадки очень рад, так как рядом появилась новая зона, где можно поиграть в любимые игры. Я могу висеть на ту штуку, которая там подтягивается, как летучая мышь. Я буду здесь идти и играть в волейбол и в футбол. Площадку построить. Помимо возведения спортивных площадок, в Шатойском районе на стадии строительства и другие социальные объекты. Также мы строим сегодняшний день 7 врачебных амбулаторий у нас в программе. Из них сегодняшний день строится Асламбек Шарипова и несколько двух поселениях Борзой и Тумсой, тоже на стадии завершения. У нас идет ремонт нашей среднеобразовательной школы, это Пометойская средняя образовательная школа. Также у нас идет ремонт Халкилойской средней, это по программе Министерства образования и науки. Большая работа проводится и по замене ветхих коммуникаций. В Шатое прокладывают новые канализационные трубы протяженностью более 1 километра. Дома добавляется, она не успевает, и новую решили канализацию проложить. Канализация начальная, которая идет у нас диаметром 215 труба, а далее пойдет 315. Меняем полиэтиленовые трубы, они гарантия на 50 лет, они будут долго держаться. В районе также прокладывают новые водопроводные трубы с общей протяженностью в 64 километров. Данная работа проводится в рамках федеральной программы «Чистая вода». Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Продолжаем тему спорта. Тренерам и спортсменам предоставилась отличная возможность пополнить свои знания и обменяться опытом с коллегами. В селе Знаменское для наставников ММА главный тренер сборной России Геннадий Капшаев провел семинар. О чем говорили, расскажет Адам Магомедов. Спортсмены, тренеры, судьи по смешанному боевому единоборству со всего Северного Кавказа смогли узнать для себя много нового на семинаре под руководством главного тренера сборной России по ММА Геннадия Капшая. Мероприятие прошло в спортивной школе Надтеречного района. Специалист поделился своим богатым опытом и помог обновить участникам семинара свои знания. Приятно находиться, видеть ваши дружественные лица. Как всегда, горят глаза, все хорошо, значит. Все время мы первые и дальше будете первыми. Никому это чемпионат ни мира, ни Европы никому не отдадим. Уже на матах Геннадий Капшай рассказал тренерам обо всех тонкостях преподавания смешанного боевого единоборства, а также поработал со спортсменами, показав им некоторые приемы и объяснив, как лучше всего действовать против соперника в октагоне. Обратите внимание, руками работаем вот с этой дистанции, работаем именно. Почему? Потому что у нас дистанция наша, это вот ММА. И такая же, как и в кике, в тае, для того, чтобы достать до человека, нужно сделать шаг, ударить ногой. По окончанию семинара отличившимся деятелям смешанного боевого единоборства вручили благодарственные письма за тесное сотрудничество и взаимодействие в развитии спорта в Чеченской Республике, а также сертификаты. 10 квалифицированных судей Чеченской Республики получили сертификаты 3-й категории по смешанному боевому единоборству. Помимо этого, свидетельство тренера-преподавателя на право ведения деятельности по ММА получило 35 специалистов. Подобные мероприятия помогают развивать спортивное направление в регионе и выводить его на новый уровень. Адам Магомедов, Сайдалиям Пукаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Укрепление межнационального согласия народов России в условиях западной агрессии на традиционные ценности народов мира и суверенитет страны обсудили за круглым столом в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. Участники 6-го межнационального волонтерского проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа» с 25 июля по 3 августа посетили 4 субъекта СКФО. В Чеченской Республике они отработали свою традиционную практику, а также подвели итоги. Задумка мероприятия заключалась в развитии и укреплении отношений разных народов, диалога культур и добрососедских связей с другими странами. От Москвы до Владивостока обширная география участников составила 45 человек. С 2017 года президент России Владимир Путин, выслушав рассказ и доклад о нашем первом проекте 2016 года, дал поручение правительству России оказывать меры господдержки нашему проекту. И Федеральное агентство по делам национальности России, с которым мы работаем с первых дней, оно ведет деятельную работу в этом направлении, выступая, скажем так, оператором, организатором совместно с нами. И, конечно, действуя в русле государственной национальной политики. Здесь наши цели, наши задачи во многом схожи, и мы очень благодарны, конечно, и президенту страны Владимиру Путину, и, безусловно, Федеральному агентству по делам национальностей, здесь, в Чеченской Республике, вашему министерству, которое отвечает за национальную политику. Очень хорошо работают ребята и делают все, что можно, по крайней мере, для того, чтобы межнациональное согласие укреплялось в нашей стране. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.